НАТО не признает договор о сотрудничестве между Южной Осетией и Россией, но не будет препятствовать его подписанию. Такое заявление накануне сделал специальный представитель Генсека Альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. Он также подчеркнул, что НАТО считает незаконным признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы не в силах помешать России и обязательно не подписывать договор. Мы помогаем Грузии и намерены в будущем увеличить помощь на политическом, практическом и дипломатическом уровне. Между тем, Южная Осетия в конце прошлого месяца предложила России новый проект договора о сотрудничестве. Согласно документу, будет создано единое пространство обороны. Москва при этом берет на себя охрану границы Южной Осетии. Помимо всего прочего, предлагается упразднить пункты пропуска и упростить получение российского гражданства жителями Южной Осетии. Также мы помним заявление Соединенных Штатов Америки, которые также обещали военную поддержку Грузии вместе с такими странами, как Украина, Молдова. И в контексте всего происходящего это нас, конечно же, забудет. Прежде всего мы тут можем говорить о нашей безопасности или угрозы, возможности угрозы безопасности от внешних сил. В данном случае мы можем говорить о угрозах со стороны Грузии. В целом проект содержит 15 статей и заключается сроком на 25 лет. Предполагается, что в случае подписания он будет автоматически продлеваться каждые 10 лет. Пока он находится на стадии проработки и должен пройти официальное согласование в органах исполнительной власти обеих стран. Но уже сейчас против него выступают представители блока НАТО, тем самым очередной раз демонстрируя свою политику двойных стандартов. Дело в том, что, пользуясь, так сказать, одной из древнейших пословиц восточных о том, что собака лает и караван идет, ну, наверное, или Салтыковича Дрина, про моську, да, которая лаяла на слона, ну, ради бога, это их решение. Наши стратегические партнеры, внешнеполитические, они как были, так и остаются, и Россия вправе, наверное, самостоятельно принимать решение о том, с кем она собирается подписывать соглашение, а с кем нет. Напомним, ранее президент России Владимир Путин и глава Абхазии Рауль Хаджимба уже подписали договор о сотрудничестве. Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью создания объединенной группировки войск двух государств, которые будут подчинены объединенному командованию. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Thank you.